В эфире новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Чрезвычайно высокая пожарная опасность ожидается в 2 районах Якутии. Существует риск возникновения и распространения природных пожаров. Большая делегация ученых-экологов из Китайской Народной Республики посетила национальный парк Кыталык в Алайховском районе. Расскажем, чем вызван такой интерес. С движков и мотонана в первом круге масс-рестлинга участники игр Дыгына вытянули жребий. В Горном и Алданском районах ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Якутске и Нерюнгринском районе высокий риск возгораний из-за жары и отсутствия дождей. В 10 улусах, включая Среднеколымский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, введен особый противопожарный режим. В лес теперь нельзя ни за грибами, ни за ягодами. Только так можно уберечь тайгу от беды. МЧС напоминает простые, но жизненно важные правила. Не разжигать костры, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать окурки и стекло в лесу. За нарушение грозят серьезные штрафы. А если искра приведет к крупному пожару, может наступить и уголовная ответственность. Объем выполненных работ по Ленскому мосту превысил 20 миллиардов рублей. В начале июня в русло реки Лены вывели первый кофердам для устройства пилона вантового моста. Ведутся дноуглубительные работы. Это один из самых сложных этапов уникального для отечественного мостостроения проекта. Строящееся в Якутии сооружение станет первым в мире вантовым мостом на вечно мерзлых грунтах в арктической зоне. Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов оказывает медицинскую и психологическую поддержку участникам СВО и их родным. Услугами восстановления воспользовались 637 бойцов спецоперации и 681 человек из состава их семей. Сотрудниками центра в сотрудничестве с различными ведомствами проводятся работы по информированию и консультированию участников спецоперации и их близких. Уже было проведено более 130 встреч с министерствами и организациями. В Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов имени Юрия Павловича Степанова продолжается комплексная реабилитация участников спецвоенной операции и членов их семей. Продолжается проведение обрядов Алгыс дома Арчи, которые способствуют укреплению духа, обретению душевного спокойствия наших бойцов и их родных. Большая делегация ученых-экологов из Китайской Народной Республики посетила национальный парк Кыталык в Алайховском районе. Это самый массовый визит иностранных гостей в Якутскую Арктику за последние годы. Главная цель ученых – своими глазами увидеть, как гнездятся краснокнижные белые журавли-стерхи. Чем вызван такой интерес, расскажет Виолетта Засимова. 9 специалистов из Поднебесной прибыли в Якутск 19 июня. Все они так или иначе связаны с экологией – ученые, орнитологи, волонтеры. В республику их привела общая цель – увидеть гнездовье стерха. Ведь если летом эти птицы в большинстве своем выводят потомство в Якутии, то зимой около 95% всей популяции улетает в Китай, на озеро Паинхо в провинции Цзянси. Мы очень взволнованы и с нетерпением ждем начала экспедиции. В Китае мы видим стерхов только на зимовке, но мы никогда не наблюдали, как белый журавль строит гнезда и выводит своих птенцов. Надеемся, эта работа станет плодотворной и для нас, и для якутских коллег. На следующий день делегация вылетела в поселок Чакурдах, а оттуда отправилась в национальный парк Кыталык. На месте ученые разделились на 2 группы. Одна выехала на участок Сагарычья, вторая на кордон Джукарский. Я специализируюсь на экологии и на протяжении 5 лет изучал стерхов. Давно у меня зрела мечта увидеть места их размножения, и вот я здесь, в парке Кыталык. Дорога до кордонов превзошла все ожидания. Гостям то и дело встречались пары стерхов возле гнездовий. Как правило, в этот период самка неотлучно высиживает яйца, а самец охраняет ее поблизости. Время от времени они меняются ролями, чтобы дать друг другу покормиться. Чтобы не тревожить птиц, наблюдение за ними было организовано издалека с расстояния в несколько сотен метров. Они в радиусе километра каждый год прилетают на свое место. Ну и вот в радиусе километра они делают свои гнезда. Так просто к ним близко не подкрадешься, и не это. Только наблюдая издалека, с наблюдательных вышек. Потому что, остерегаются они так в основном. Китайские экологи также протестировали новые вышки, построенные в парке специально для безопасного и скрытного наблюдения за пернатыми. В общей сложности обеим группам удалось встретить около 100 стерхов. Гости смогли узнать, какой рацион у птиц в тундре и какую почву журавли выбирают для обустройства гнезд.
Безусловно, здесь естественная тундра, здесь ничего рукотворного нет, и, безусловно, птицы себя чувствуют очень вольготно. Они в этом убедились. Мы увидели огромное количество пар, фотографировали их, очень много зафиксировали гнезд стерхов. Безусловно, они все в очень таком бодром настроении, то, что увидели. В принципе, мы сегодня достигли той цели, с которой приехали китайцы. Совместная работа Якутии и Китая по сохранению краснокнижного белого журавля-стерха будет только укрепляться. У Китая накоплен огромный опыт по восстановлению редких видов, которым они готовы делиться, в том числе опытом по установке GPS-датчиков для детального отслеживания путей миграции стерхов. Виолетта Засимова, Александр Гармаев, Аллаиховский район. В Амге начались подготовительные работы к 22-й республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка». В течение 3 дней для участников мероприятия будут работать дискуссионные площадки, мастер-классы, курсы повышения квалификации и многое другое. Также Управление образования Амгинского района выдвинуло свои идеи для проведения ярмарки. Например, на базе Амгинского лицея инновационную площадку «Педагогический космодром. Траектория взлета». В ярмарке примут участие около 3000 гостей и экспертов из городов России, а также со всех улусов республики. На базе ярмарки у нас состоятся очень много различных мероприятий, такие как круглые столы, работа площадок, стендовая защита проектов, мастер-классы, семинары и различные конкурсы. Сейчас принимается стратегия развития образования до 2030 года, и тоже ярмарка даст какие-то плоды и свои наработки для этого. В Арктическом государственном агротехнологическом университете стартовала приемная кампания. Она продлится до 20-х чисел июля. Для абитуриентов доступны очная, заочная и очно-заочная форма обучения. Среди ключевых нововведений – открытие на факультете лесного комплекса перспективного профиля охраны лесов от пожаров, а также сохранение направления зоотехния с двойной квалификацией. Теперь документы принимают только лично, через портал госуслуги или по почте. Подача через личный кабинет на сайте университета в этом году невозможна. Кроме того, для поступающих предусмотрено 135 целевых мест, которые гарантируют последующее трудоустройство. Июнь – пора начала новой жизни не только у школьников. Студенты именно в это время также сдают государственные экзамены, защищают дипломные работы. Какой путь ожидает их впереди, в определенной степени зависит от знаний, которые они получили за время учебы. В Алекминском техникуме в этом году экзамены проходят в формате демонстрации полученных знаний на практике. У Никиты красный диплом. Это первое важное достижение молодого человека. Красный диплом с трудом дался? Нет, не с трудом. Вообще хорошо, легко, с самого начала. Как был выбор осуществлен? По профессии имеете да. в виду? Я с самого детства по стопам отца хотел, в принципе, вот эта профессия мне нравилась, и я дальше продолжать ее буду. В Алекминском техникуме завершается череда государственных экзаменов по нескольким направлениям. В этом году экзамены проходят в формате демо. В этом учебном году у нас преимущественно сдают на отлично. То есть на сегодняшний день у нас уже приступила 3-я группа. Первые это были у нас механизация, электрификация. То есть группы уже прошли аттестацию в виде демонстрационного экзамена. И преимущественно можно сказать, что 80% оценки – это отлично. Из достижений – выполнение государственного задания. У нас выпускается 4 большие группы. В каждой группе порядка от 15 до 25 человек. Вот. Есть маленькая группа, в которую мы набирали 15 человек, это бухгалтера. Вот. А все остальные, они уже по 25 человек мы набирали. И вот одна из таких больших достижений, это мы в этом году одну группу выпускаем, полноценную 25, полностью госзаказ выполнили. Высокие оценки ребят говорят о уровне подготовки. К слову, среди выпускников победитель конкурса «Профессионалитет» в республике. Дал тебе конкурс от участия что-то? Опыт дал мне. Самое главное, что я считаю, это опыт. А нравится тебе твой техникум? Да. Он мне дал возможность съездить в Нордголд, пройти там производственную практику 2 раза. Стартовала приемная комиссия и первое заявление в первый же день.
Приходят ребята? Да, вот сегодня уже пришел первый молодой человек, 2000 года рождения, Шараборин. Кем хочет стать? Он пошел на МОД, это получается у нас обслуживание трубопровода на базе 11 класса. Когда. Специальностей станет больше, а значит больше возможностей для ребят. Планируем по контрольным цифрам приема новые специальности. Это слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Один из самых тех специальностей, которые на сегодняшний день востребованы в производстве. И мы приняли такое решение получить лицензию. И получив лицензию, в этом году мы будем набирать. Елена Фаст, Алекминск. В селе Бердигистяк жизнь заиграла новыми красками. Сквер почетных жителей, построенный 10 лет назад и успевший изрядно обветшать, сейчас преображается из-за победы в конкурсе создания комфортной городской среды. На обновление выделили около 2 миллионов рублей из республиканской субсидии, плюс средства из местного бюджета, и работа закипела. Подрядчики уже демонтировали старое покрытие, укладывают новую тротуарную плитку, а в планах современные фонари, информативные стенды и удобная парковка. С каждым годом число почетных жителей села Бердигистяк увеличивается. В связи с ремонтом мы хотим обновить список. И недавно утвержден герб бердигистякского наследия, и хотим дополнить стелу гербом. Накаляется атмосфера перед главными народными играми 27-28 июня в местности Усть-Хатын в рамках ИСЭХа Туймады. Сильнейшие многоборцы сойдутся в борьбе за титул Дыгына. И жеребьевка уже задала интригу. В первом же круге масс-рестлинга встретятся действующий чемпион Борис Движков и ветеран игр Николай Матананов, для которого это уже 10-й турнир. В Апсагае сойдутся фавориты Артем Дьяконов и Алексей Сазонов, а дебютанты Юрий Копырин и Илья Карамзин докажут, что молодость не помеха мастерству. Большая работа ведется, да, и не один человек, там работает около 55 человек будет, именно организаторов, которые будут сразу после открытия задействованы для оформления мест подготовки игр Дыгына. В этом году насыщен именно по спонсорским помощям призы очень хорошие. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.